Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске. Снайпер из Якутии поразил своей меткостью пользователей социальных сетей. Участвовать в якутском единоборстве Хапсагай приехали спортсмены из Тывы и Бурятии, а также самая эффектная танцевальная пара Якутска снова онлайн. И это всего лишь самая малость тех новостей, которые я вам сегодня расскажу. Давайте начнем. Люди из танцевального мира Якутии хорошо помнят Александра Лило и Маргариту Хамзаеву, танцевальную пару из школы номер 5. Многие их запомнили как самую эффектную пару Якутии. И они еще в юности стали звездами международного масштаба. Так вот, мы узнали из социальных сетей, что пара до сих пор вместе танцует. Да ты крут, hot, oh, I look good, wow, oh, улыбнись на... Настоящий якутский снайпер. С таким названием распространилось видео в социальных сетях, где якутский снайпер Сергей Яковлев с невероятной точностью бьет по мишеням. В итоге я узнала, что видео оказалось не первой свежести, однако от этого восхищение не убавляется. На видео соревнования снайперов X-Factor задача поразить 16 мишеней, перемещаясь со столбов на ежи. Снайпер из Якутии Сергей Яковлев показал выдающийся рекорд. Он поразил 16 мишеней 16 выстрелами. Не могу не озвучить в социальных сетях очень много подобных комментариев. Так, конечно, он же охотник, якуты белки в глаза попадают, а тут всего лишь мишень. Вторая мишень расположена на дистанции 444 метра. Форма гонгов, я бы сказал, неправильная, да? Поэтому есть нюансы в ее поражении, но посмотрите, Сергей Яковлев сейчас очень точно поражает прям в серединочку все гонги и делает это, ну, я бы сказал, максимально спокойно, ровно и уверенно. Затвор, переход. К сожалению, у Сергея нет второго магазина, но тем не менее, абсолютно спокойно, никуда не торопясь, он заполняет магазин новой партии патронов и будет продолжать стрелять. Это упражнение. Как будто все остановилось, и для него не существует ничего, кроме конкретного упражнения. Это очень сильное самообладание. Осталось только прицелиться и зайти в цель. 444 метра. Есть. Затвор, переход. Отлично, отлично. Но это уже, по сути, Сергей идет на рекорд данного упражнения 16 из 16. Затвор, переход. Время. Ну, чуть-чуть осталось. Вот, это уже последнее положение. Самый нижний пенек, столб. Да, есть. И еще один выстрел. Ага, заело что-то. Да, есть. 16, 56. Ветер, как вы уже угадал, почувствовал. Ну и дистанция не такая же большая. Главное, что... Тут главное нервы. В Нерюнгри прошел второй межрегиональный чемпионат по борьбе Хапсагай «Вызов Южной Якутии». 75 спортсменов со всей республики, а также спортсмены из Тывы и Бурятии приехали для того, чтобы выявить сильнейшего спортсмена. Поединки по борьбе Хапсагай проходили в 6 весовых категориях для мужчин от 20 лет и в 2 для ветеранов, то есть борцов старше 40 лет. Один из самых красивых боев показали Артем Роднаев, который представлял Бурятию, и Дмитрий Ушницкий, наш земляк из Вилюйска. Ушницкий Дмитрий, он представитель Вилюйского улуса. И в красивой схватке одержал победу и стал обладателем 100 тысяч рублей. Как раз у Ушницкого Дмитрия сегодня день рождения. Таким образом он сделал себе подарок и порадовал жителей Нерюнгринского района республики. Эти соревнования были богаты на праздничные даты в жизни участников. Николай Николаев стал абсолютным чемпионом в весовой категории свыше 75 килограмм. В Нерюнгри до этого он был только проездом, а теперь этот город запомнится ему и его близким еще одним событием. Пользуясь случаем, хочу вот такую огромную победу посвятить своей жене. У меня жена, да, Карина Михайловна, да, Николаева, у нее тоже сегодня день рождения. И своему колледжу, родному Вилюйскому профессионально-педагогическому колледжу имени Николая Гавриловича-Чернышевского, и своему директору Алексееву Ивану Ивановичу. А у нас в этом году
наш старинный кузница учебного заведения колледж, да, исполняется 100 лет. Чтобы добраться из республики Тыва, гости турнира преодолели расстояние около 2000 километров. Они высоко оценили организацию турнира и приветливость местных жителей. Мы с другом приехали, хорошо боролись, оба выиграли золотую медаль. Отдельно спасибо Дмитрию Карабыкину. Турнир был на высшем уровне. Ну, народ хороший здесь. Братья Саха-Якуты. Также победителями в своих весовых категориях стали Егор Находкин, Верхоянск, Вилюян Иванов, Верхневилюйск, Артем Роднаев, Бурятия, Хулер Тюлюш, Тыва, Айхал Попов, Чурапчинский государственный институт физкультуры и спорта, Прокопий Петров, Хангалас. Этот турнир открыл сезон борьбы хапсагай по всей республике. Ирина Лазаренко, Сергей Козюра, Нерюнгри. Летом в рубрике «Лайфхаки от якутян» мы показывали жителя села Игидей Татинского района, который завязывал узелки из камышей для скота. На видео он демонстрирует способ заготовки дополнительного прикорма для скота зимой. Завязывать камышиные узелки его научил его дед. Сегодня Виктору Маркову 67 лет, и этому способу он учит своих детей. Благодаря таким заготовкам в стародавние времена якуты могли пережить голодную зиму после засушливого лета. Сегодня житель Татинского улуса пришел срезать узелки. Как мы можем наблюдать, охапка из сена легко поддается срезке. Динозавры возвращаются. В парке Урдель открыли аллею памяти Александра Файзеля, человека, который когда-то у себя во дворе создал настоящий парк юрского периода. Он даже воссоздал в реальных размерах сунтаврика. Сунтаврик – это такой стегозавр, которого когда-то на раскопках нашли в Сунтарском районе. Пожалуй, каждый житель столицы хоть раз слышал про парк доисторических животных Александра Файзеля. Весной этого года полюбившаяся многим горожанам усадьба доисторических животных была полностью уничтожена огнем. Трагический случай унес и жизнь скульптора. Уцелевшие фигуры перенесли в парк Урдель, где открыли аллею памяти Александра. Наш проект был связан с Александром Файзелем. Вот Мила Кудряшова, когда снимала свой документальный фильм «Мой личный дракон» о раскопке динозавров в Сунтарском улусе, взяла к себе партнером Александра Файзель, который сделал специально для премьеры этого фильма фигуру стегозавра. Стегозавр — это как раз-таки динозавр, который был найден в Сунтарском улусе. И благодаря голосованию наши зрители назвали его Сунтаврик. Конкурс с одноименным названием «Мой Сунтаврик» провели в честь Александра Файзеля. В нем приняли участие не только жители республики, но и других регионов страны. Участникам было необходимо изготовить за 1 месяц собственную мини-скульптуру динозавра. Мы выиграли грант Фонда культурных инициатив, и вот благодаря этому гранту сегодня состоится одно из наших замечательных мероприятий. Конкурс на самом деле был в 2019 году, потому что когда Мила Кудряшова, она режиссер Санкт-Петербурга, она узнала, что в Якутии существуют динозавры, она решила сюда приехать и снять кино, документальный фильм. Перед фильмом она сделала конкурс рисунков, каким может быть якутский динозавр, смехом, без смеха. И после этого конкурса, когда он был очень популярен среди детей, да, в этот раз мы решили сделать конкурс именно мини-скульптур. Кристина Егорова уже давно занимается художественным искусством. По ее словам, увидев новость о конкурсе, в ней проснулось сильное желание поучаствовать в нем. В итоге ей удалось не только это сделать, но и выиграть главный приз. Именно делать такого плана скульптуры, да, это впервые, потому что, раньше я скульптуры как делала, я просто как бы лепила из пластилина, как бы серьезной работы никогда не делала, и вот решила сделать. Я, конечно, в шоке, я не ожидала, я думала, что будут намного круче, чем мои работы, поэтому для меня это неожиданно. Все работы участников конкурса также представлены в виде выставки в парке Юрдель. У каждого желающего есть возможность посмотреть на эти скульптуры, а также посетить аллею с динозаврами в натуральную величину Александра Файзеля. Галина Чекурова, Григорий Николаев, Якутск.
Местное производство продолжает покорять якутян, и не только. Наши якутские деликатесы стали признавать по всей России. Якутские аграрии завоевали 110 медалей на российской выставке ярмарки «Золотая осень». Например, сельхозпотребкооператив «Чурапча» в этом году завоевал 9 золотых медалей, представив жеребячье сало, копченое мясо разных видов, сливочное масло, сыр и брусничный сироп. 10 золотых медалей Тулагинская агрошкола получила за представленную продукцию из мяса, курицы и индейки. У предприятия имени Андросова из Анабарского района 7 золотых медалей за рыбную продукцию и деликатесы из оленины. Наградами высшей пробы также отмечены предприятия из других районов республики. А на этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!